С инсулинами все в порядке, они у нас в холодильнике. Пройдемте туда. Небольшая экскурсия по главной аптеке Перлузского района. Фармацевты не без гордости рапортуют. Лекарства в наличии, проблем с поставками нет. Хотя еще год назад на полках было пусто, а сельчане часто уходили отсюда ни с чем. Как говорят местные специалисты, это была вторая волна кризиса. Первая прокатилась еще 10 лет назад, когда здесь закрыли свою производственную базу. Занимались и изготовлением лекарственных препаратов, стерильных, мазей, растворов, все, что входит в индивидуальное приготовление. Сейчас производство сократили, мы занимаемся отпуском готовых лекарственных препаратов. Государственным аптекам Коми еще недавно грозило банкротство. Процедуру в арбитражном суде инициировал один из поставщиков, перед которым образовались многомиллионные долги. Чтобы спасти предприятие, глава Коми поручил выделить субсидию и лично контролировал процесс. Значение госаптек переоценить трудно. Именно они обслуживают труднодоступные села, куда точно не придут коммерческие структуры. И только через них больницы региона могут получать учетные наркотические препараты. Сейчас, когда кризис миновал, руководство предприятия прорабатывает вопрос о возобновлении работы ранее закрытых аптечных пунктов в сельском местности. Тем более, что сами жители этого очень ждут. По поводу тех льготников, которые находятся в отдаленных местах от центра, они получают либо сами своим транспортом, либо через ФАПы, через амбулатории. Обеспечение стопроцентное. Аптеки, конечно, нужны. Есть такие населенные пункты, как Спаспору, Блойма, где население достаточно большое. Необходимо, конечно, открыть в таких населенных пунктах, и аптеки нужны в любом случае. Через ФАПы, возможно, недостаточно что-то для населения. Пока предприятие живет по антикризисному плану. Главная задача – вовремя расплачиваться с поставщиками и не задерживать зарплату сотрудникам. Одновременно здесь учатся экономить. Например, избавляются от непрофильных зданий. В свое время еще советская аптечная сеть обзавелась тысячами квадратных метров. Было передано 15 зданий, которые мы фактически не использовали. И несли затраты по коммуналке, по содержанию. За этот период какие-то здания мы продали. Часть зданий мы передали в аренду. Очень большая работа была проведена с администрациями муниципальных образований и передача в безвозмездное пользование. Но, во всяком случае, коммунальные платежи уже ложились на арендатора. Сейчас в государственных аптеках идет большая ревизия зданий. Многим из них требуется ремонт. Необходимо также подготовить кадры для сельских пунктов. Но главное, чего удалось добиться – стабилизировалась поставка препаратов. Сейчас их активно завозят в те населенные пункты, которые в период весенней распутицы оторваны от большой земли, чтобы в паводковый период жители дефицита лекарств не испытывали. Виктория Палкина, Елена Шумилова, Василий Янин, Артем Соколов, телеканал Юрган.